Заман Хайрылсын ГРТ каналында Авто хаберлери. Студияда çalışır Татьяна Ставилова. Электян программанын баш темалары. Гагаузия халк топлушун депутатлары ачыкладылар бакышларыны Молдовада экономика дуруму үчүн. Hökümetin oturuşunda bakıldı proyekt Аңгысы bağlı Moldovada üniversitetlerin birleşmesinden. Gagauzia'nın gençlerin öğrenmek merkezi bu yıl kapanır. Гагаузия халк топлушун депутатлары ачыкладылар бакышларыны Молдовада экономика дуруму үчүн. Гагауз халк топлушун депутатлары Николай Иванчук, Сергей Чимпаеш и Михаил Железогло пресс-конференцияда ачыкладылар бели эделмеш колуйклары ки жардым этме бурларда. Energetika emekmallarına hem hizmetlere bağlar büyerler her gün. Böyle durumda Gagauzyan kuvvetleri lazım birleşsinler, da mahsus çözümleri işletsinler. Очень серьезная засуха в этом году, с учетом того, что мы аграрный регион, мы это очень сильно себя ощущаем и очень сильно переживаем. Это бьет в целом по всем жителям Гагаузии и Молдовы. Pek büyük kuraklık bu yıl. Da biz pek düşüneriz bereketin eksikliği için. Ne soymallar satılacaklar, hem nereden çiftçiler paraları kazanabilecekler. Ne duruma geleceğiz? На газ она непредельная. Paraları lazım yerindeki büdjetten arttırma nişanıda Gagauzия halk topluşun deputatı Mikhail Железогло. Ama bu uğurda meralar lazım teklif etsin hem göstersin Gagauzyan Bakanlık Komiteti. Руководству автономии надо принимать срочные меры, тем более, когда эти цены имеют тенденцию к дальнейшему росту. И здесь, конечно, Şimdiki zamanlarda açan pahalar yükselerler, her bir orada lazım kabul edilsinler sırasız ölçüler. O üzere Bakanlık Komiteti onları lazım geliştirsin. Hep öyle vatandaşları tutturmak için ölçüleri göstersinler ki Gagauzия halk topluluğu onları gerçekleştirsin. Çünkü onların tekliflerine göre sadece var nasıl kanun kurucuları kabul etsinler. Ne sudu soruşların çözümlerini. ставить соответствующие предложения и меры социальной поддержки населения. Естественно, предложить эти меры Народному собранию. Без этих предложений со стороны исполкома Гагаузии Народное собрание не сможет что-либо предпринять в этом плане. Gagauzия halk topluluğun deputatı Nikolay Иванчук teklif etti hepsi kuvvetleri katılmada çözme devlet uğrunda soruşların. Мы не должны прятаться. Не должны, как в Камрате люди любят говорить, и мне это выражение понравилось, не прятаться в камышах. Когда есть проблемы. Biz de lazım saklanalım. Nice seçim kampanyalarında adadık insanlara lazım toplanıp açıklayalım dertleri, hem arayalım kolaylıkları, nice onları çözme. И консолидированно и желательно единогласно принимать эти сложные решения. Nikolay Иванчук teklif etti çağırma her bir oradan deputatların toplumunu nerede açıklama cümle hem ekonomika dertlerini da bulma her bir soruşa cevapları. Сегодня в нашей программе принимает участие муниципальный советник Вадим Анастасов. Мы знаем, что в автономии проходит ряд митингов. Уже был один митинг, сейчас это станет традиционным, по словам организаторов. Почему митинги проходят, что возмущает больше всего жителей, какие вопросы они открывают на митинге и к чему это все должно привести нашу автономию. Об этом мы сегодня поговорим с участником нашей программы. Вадим, можете рассказать нам, как пришла идея проведения митинга, что ставите во главу угла, каковы цели, каковы задачи, ну и, соответственно, каковы перспективы в дальнейшем? Добрый день, уважаемые телезрители. Да, мы проводили митинг прошлое воскресенье, 10 числа. Мы приняли решение провести после автопробега. 8 числа проходил автопробег, который организовал Юрий Новак. И после чего многие жители сказали, что мы тоже хотели, и они пришли, в принципе, на этот автопробег, автопротест, где заявили о том, что мы тоже хотели участвовать, но у нас нет транспортного средства, но мы тоже хотим заявить о том, что мы недовольны, чем мы недовольны. После чего мы приняли с Михаилом Петровичем Влах, мы приняли решение провести митинг. Мы буквально о митинге заявили за буквально чуть-чуть больше суток. И, соответственно, собралось в воскресенье 10 числа, собралось чуть более 150 человек. Да, конечно, на сегодняшний день это очень мало. Потому что для того, чтобы получить какой-то результат, это должны тысячи выходить. Но я считаю, что после всего, как люди очень мало выходят на протесты, и за такой кратчайший срок было озвучено, люди достаточно немало вышли, более 150 человек. После чего, конечно, после митинга очень многие говорили, что тоже хотели выйти, тоже хотели поприсутствовать, высказаться, но, к сожалению, они об этом поздно узнали.
После чего мы приняли решение провести еще несколько митингов подряд. Почему? Потому что на самом деле наше население очень сильно возмущено тем, что у нас цены на продукты питания, на все коммунальные услуги у нас выросли в разы, и жизнь стала гораздо тяжелее, но при этом наша власть ничего не делает для того, чтобы как-либо понизить. И мы приняли решение провести несколько воскресений подряд для того, чтобы люди могли больше выйти и высказаться, чтобы мы могли, если у нас будет большое, огромное количество, чтобы мы могли принять решение о том, что мы будем требовать от властей, с какими декларациями, с какими конкретно мы будем требованиям выходить к ним и что будем просить. В это воскресенье, 17 числа, в 2 часа тоже будет проходить митинг, где, в принципе, меня тоже очень многие люди обзвонили, поблагодарили за то, что мы проводим митинг. И они сказали, что будут и сообщат также всем знакомым, кого они знают. Так. Было людей мало, но насколько они были активны? Почувствовали ли вы, что люди заинтересованы в таких выступлениях? Какова была сама атмосфера митинга? Я был, в принципе, больше всего был ведущий Михаил Петрович Влах. Он больше вел, я, соответственно, стоял рядышком. И, вы знаете, со стороны так смотришь на возмущенное количество людей. Они очень были возмущены тем, что у нас сегодня происходит в стране, да, то, что цены растут. И они, видно было, что душевно, прям яро поддерживали то, что вышли, высказывались. Некоторые люди выходили с большой, огромной болью, говорили в душе. Вы знаете, мы даже у вас на передаче были на радио. Спасибо, кстати, за приглашение. Но когда нам звонили тоже очень многие люди, тоже с возмущением огромным, потому что это крик души. Вы знаете, человек звонит, знав о том, что у него на носу зима, а нету ни финансовых средств на продукты питания, а не то, что еще, чтобы на коммунальные услуги. Поэтому, знаете, все люди, которые были и на протесте, и те, которые нам звонили, они едино говорили об одном, то есть о крике своей души, которое у них было внутри. И были возмущены люди. Я думаю, что это воскресенье будет гораздо больше людей. Я думаю, что больше будет и выступающих, которые будут говорить. Это не будет, получается, это не будет, как обычно, да, бывали митинги, где были политики, которые проводили подготовленные. Здесь собираются простые люди. Здесь я муниципальный советник, но я выступаю в роли не муниципального советника, я в роли выступаю простого жителя, горожана, человека, который живет также в этом городе, и вся моя семья тоже здесь живет. Но разве вы не считаете, что представители власти тоже должны присутствовать на таких митингах, участвовать, выступать, чтобы услышали людей, чтобы люди их услышали? Спасибо за вопрос, я к этому хотел перейти, но плавно. Вы знаете, здесь получается, что мы сейчас организуем простые жители, каждый выходит, высказывает свой крик души, свою боль, которая внутри искренне. Мы, конечно, ждем на эти митинги, ждем руководства Башкана, депутатов, председателя Народного собрания. Мы всех ждем, потому что это наша общая проблема. Мы все здесь живем, это наша общая проблема. Но мы не можем их насильно вытаскивать. То есть, может быть, они об этом не знали, может быть, этот митинг, который будет в это воскресенье 17 числа в 2 часа, может, они придут не ряд депутатов, потому что в прошлый митинг 10 числа, когда мы провели, были депутаты, 2 депутата были, из которых один и выступил, и, поверьте мне, выступил тоже довольно душевно выступил, потому что он также является, да, он депутат, но он является также жителем Гагаузии, который также платит к нему такие же платежки приходят по тем же ценам, как и каждому из нас. И он душевно тоже выступил. И мы только за то, чтобы и политики приходили, то есть чиновники наши приходили, но чтобы они не делали из этого политику, чтобы они искренне подумали, как мы можем помочь этому простому народу, как мы можем помочь этому населению, да, взрослому поколению, которое на самом деле будет больше всего страдать в этот зимний период. Потому что у них по факту пенсии не особо большие для того, чтобы они могли все коммунальные услуги по этим новым ценам проплатить, еще и прокормиться. А самое главное, сами понимаете, если они будут сыты и в тепле, их это вполне устроит. А насколько эта ситуация зависит, на ваш взгляд, от наших региональных властей? Потому что мы понимаем, что цены на услуги, цены на газ, цены на продукты питания ведь диктуют не наши региональные власти. Чем они могут, на ваш взгляд, помочь? Даже если они придут на митинг, что они могут заявить людям, какие меры они могут предложить? Может быть, вы видите, какие меры они могут предложить в данной ситуации? Наши региональные власти... Вы знаете, они избранные лица, которые также избирал их гагаузский народ. И они ждут от них каких-то действий. То есть, соответственно, для наших властей легче достучаться до центральных, обсудить определенные моменты и выйти с какими-то предложениями, с тем, что наши жители требуют. Им легче будет
обратиться и достучаться до них. Но мы их, соответственно, избирали. Поэтому я считаю, что в этот момент должны быть рядышком, когда проводим митинг, когда собирается общество, они должны быть рядышком. Потому что, как я и говорил на радио, я тоже человек, который избирался, и когда нам было необходимо, мы ходили до жителей, объясняли, рассказывали нашу программу, к чему мы пойдем, чего добьемся. И, соответственно, мы ходили, просили. Были рядом с жителями на тот момент, когда нам нужно было. Сейчас то же самое, сейчас люди вышли, которым им нужна поддержка со стороны избранных лиц. Точно так же мы должны быть рядышком. Мы должны быть рядышком, мы должны поддерживать, слышать, предлагать какие-то меры решения вопроса, проблем. А опять же, надеяться, если на центральных властей мы не должны, потому что у нас есть, в принципе, тоже свой бюджет гагаузский. Может быть, взять как вариант, понимать, что нужно идти там требовать. Но если вдруг у нас не получится в центре решить вопрос, у нас должен быть резервный вариант, что мы будем делать с взрослым поколением, с многодетными семьями, с малоимущими. То есть какой-то резерв должен быть. Но это все должно обсуждаться на митинге. Там, где собралось огромное количество людей, там должны быть все, и депутаты, и муниципальные советники, примары, башкан, все должны быть. Потому что мы избираемся, когда мы избираемся, я повторюсь, мы идем к людям. Точно так же сейчас, когда люди нас хотят видеть, мы точно так же должны быть рядышком. Есть, соответственно, очень много депутатов, людей, которые, я уверен, что, в принципе, мне и звонили, сказали, что они слышали, не знали про прошлый митинг. В этот митинг они обязательно тоже выйдут и будут рядышком с народом. Поэтому, и много муниципальных советников моих коллег, в том числе, не знали, просто так получилось. И на самом деле прошлый митинг он прошел, буквально было решено за чуть-чуть больше суток о том, что проведем. Ну, многие не знали. Надеемся, что в этот раз будет больше, соответственно, и наших чиновников, и самих жителей. Тогда мы будем вместе, совместно, если будут наше огромное количество, тогда мы вместе сможем принимать какие-то решения, что мы идем и по какому пути идем, к чему мы идем, чего мы хотим от этих митингов. Только тогда, только при большом массовом скоплении. И на этот раз анонсировали об этих митингах на протяжении всей недели. Мы видим, что к этой идее подтянулись и Чадрунский район, и Вулканежский район. Там тоже будут проходить митинги в 2 часа. Но, насколько я понимаю, 3 организатора есть. Это вы, Михаил Петрович Влах и Юрий Новак. Но на каждом митинге обычно звучит в конце резолюция, проект резолюции, который необходимо принять. Уже вы думали насчет проекта резолюции, чтобы люди, выступив, потом уже нашли их мнение, нашли отражение в какой-то резолюции, в каком-то документе, с которым вы дальше уже сможете обращаться к представителям власти? Уже были задумки на это? Да, значит, смотрите, мы выступали пару дней назад на телерадиовещании, то есть в телерадио, и, скорее всего, у вас обхват огромный, и, скорее всего, услышали и в Вулканежском районе, и в Чадрулунском районе о том, что вот мы будем проводить. Точно так же нам писали, звонили на радио, когда мы выступали, и говорили, то есть будет ли подвоз, будет ли, соответственно, есть куча жителей недовольных и оттуда. Просто добираться это очень дорого для них. Сегодня, когда у них есть заработная плата небольшая, которая с трудом хватает на продукты питания, соответственно, люди также хотят выйти. Скорее всего, организаторы, которые там организовали на это же воскресенье, кстати, тоже в 2 часа, в это же воскресенье 17 июля на площади Чадрулунги, если я не ошибаюсь, и в парке центральном в Вулканештах. Также эти организаторы организовали. И точно так же я призываю, чтобы люди вышли и поддержали их, и высказались. По поводу резолюции были ли какие-то задумки уже? Да, значит, смотрите, мы ничего не готовили, мы хотим для того, чтобы вышло огромное количество людей, и вот каждый должен выступить там, кто у кого что наболело, и вместе с огромным количеством людей мы будем принимать, что мы будем в этой резолюции отражать. Даже подготовим, чтобы мог каждый участник митинга поставить свою подпись. На фоне этого всего мы, когда подготовим все вопросы в резолюции, с подписью мы будем уже принимать, опять же, все вместе решения и будем направлять либо в Народное собрание, в Башканат, либо в центр, а может быть во все. И туда, и во все 3 госучреждения будем отправлять. То есть это все будет обсуждаться на митинге. Все будет обсуждаться и приниматься, что должно быть в этом. Потому что, опять же, есть много больных вопросов, которые, в принципе, можно только обсудить там, где будет огромное количество людей. Каждый выйдет, выступит, каждый скажет больную проблему. Опять же, большинство людей смогут сказать, это нам надо или это нам не надо. То есть я считаю, что это будет правильно не готовить заранее, так как это вижу я, или Михаил Влах, как это видит, или еще кто-либо. То есть на месте мы будем все это обсуждать, и это все будем вносить полностью и делать, создавать из этого документ, то есть, который будет направляться в разные ветви власти.
На прошедшем митинге вы сказали, что не все зависит от старшего поколения. Очень большую роль вы отвели молодежи. Но видим, что на этих митингах процент молодежи достаточно невелик. А почему молодежь должна активизироваться? Да, к сожалению, на самом деле молодежь не особо активизируется. Хотя сегодня, вы знаете, то взрослое поколение в свое время, оно отдало многое для того, чтобы и создать государство, и сохранить его. То есть это говорит о том, что они работали, они трудились, они платили налоги, как это, в принципе, делает сейчас молодежь. Но когда надо было отстоять государство, они точно так же это делали. Делали они и сейчас отстояли. на митингах. Вот они сейчас этот Они активный. сейчас. Просто не в таком большом количестве, что многие ушли в мир иной, многие не могут добраться. Вот нам тоже звонила, если я не ошибаюсь, Ольга Кольчик, которая не особо может передвигаться. Когда мы были на радио с Михаилом Петровичем, нам звонила Ольга Кольчик, она не особо может передвигаться. Но эта женщина позвонила и сказала, что мы должны выходить, она с нами, даже при том, что она не может. Точно так же должно быть молодое поколение. Сейчас наше время, когда мы должны выходить и отстаивать интересы своих родителей, своих дедушек, бабушек, своих детей. Потому что дети сегодня они тоже не могут выйти и для того, чтобы... Но если моя семья будет голодать, соответственно, и я буду голодать, и мои дети будут голодать, и моя супруга. Все вместе мы будем голодать. Поэтому мы должны выходить, отстаивать интересы своих родителей, бабушек, дедушек, детей полностью. Только так мы сможем добиваться результата. Взрослое поколение уже не в состоянии, они тяжело передвигаются, им сложно добираться до этого. Мы, молодежь, нам легче. Нет транспорта, пешочком 20 минут, и мы находимся в центре грубо говоря, с любого края. 20-30 минут мы находимся в центре, но мы должны выходить, высказываться. Не можем высказываться, присутствием стоим. Это тоже является высказыванием того, что является недовольны. Потому что чем нас будет больше, это будет показатель того, что мы недовольны, мы против повышения цен, мы за то, чтобы было стабильно, и чтобы мы могли жить в этой стране. Чтобы мы не уезжали, потому что, вы знаете, я смотрю сейчас... И понимаю, что ближе к зимнему периоду будет очень тяжело. И очень многие могут просто махнуть рукой и уехать, что в принципе уже делают. Уже очень многие покидают эту страну и уезжают. Это не является одним из хороших моментов. Вы знаете, а что делать этим старикам? Хорошо, молодежь уедет, а старикам что делать? Взрослому поколению, что им делать? Это очень, на самом деле, грядут очень плохие времена. И если что-то не будет приниматься и решаться, то это очень страшно будет. Я повторюсь, может повторяюсь, но взрослое поколение не в состоянии будет оплачивать коммунальные услуги, хотя им в первую очередь желательно прокормиться. Что они будут делать в холоде, тоже не жизнь. Представьте себе, если будет суровая зима, как жить тогда? Конечно, если цена Платить на за газ коммунальные будет услуги или постоянно покупать расти. продукты питания. И опять же, та пенсия, которая у этих бедных взрослого поколения, оно ее не хватит даже на продукты питания. То есть все очень на самом деле сложно, и не знаю, к чему мы придем, но будем надеяться и будем пытаться все возможное и невозможное делать для того, чтобы добиться результата, но только вместе. Мы поодиночке мы не сможем. Только если будет огромное количество людей будет собираться на митинги, отставить свои права, только тогда мы сможем добиться чего-то. Вы сейчас обозначили самые важные проблемы, но вот на митинге было сказано, что не все люди сейчас пока осознают все эти проблемы, потому что тепло, пока лето, пока все хорошо. У некоторых есть огороды, где они выращивают самое основное. Люди еще не настолько озабочены, может быть, этими проблемами. Как вы считаете, может быть, этот митинг нужно было чуть-чуть позже, или все-таки на самом деле уже сейчас надо начинать, уже сейчас надо действовать, людям уже сейчас надо осознать, что эти проблемы должны решаться уже с этих пор, а не ждать, когда уже совсем станет невмоготу? Вот здесь такое выражение: сколько людей, столько и мнений. Как бы любой еще применять, сколько юристов, столько и мнений. Но я вам хочу так сказать, что мы делали... Это не первый митинг, в принципе. Особенно даже у Михаила Влах. Это не первый митинг, много митингов. И в какое бы время ни делал, кто-то все-таки будет недоволен, скажет, а почему не вот в это время, а почему не в это время? Я хочу сказать другое, что, уважаемые жители, никогда не будет времени. То есть никогда его не хватит, никогда не будет подходящее время. Нужно просто, если проводят митинги, нужно просто прийти, уделить полчаса времени, не можете час, полчаса времени уделить своим присутствием, доказать и показать недовольство наших властей, то, чем они делают, по какой причине мы собрались на этом митинге. Просто присутствием, это уже много. Время никогда не будет, никогда свободного его не будет. Надо просто выйти и отстаивать свои права, не смотреть ни на что. Можем мы и вечером провести, но это ничего не поменяет, я вас уверяю. Это был призыв к людям, сейчас призыв к власти. Что в данном случае должны делать власти, чтобы не оставаться в стороне, чтобы все-таки услышать людей и прийти какие-то меры предложить? Быть просто рядышком с народом. И народ все подскажет, что нужно. Власть должна быть просто быть рядышком с народом. Больше ничего.
Они дальше все услышат. Народ сам все скажет, что нужно. А если эти митинги будут проходить традиционно, вот в финал, каким вы видите финал вот этих всех акций в перспективе? Митинги, да, можно традиционно проводить, но если каждое воскресенье будет проходить митинг, но на этом митинге не будет увеличиваться количество людей, тогда и не будет смысла от этого митинга. Поверьте, что от 500 человек или даже от той 1000, да, это большое количество людей, но это небольшой результат. Сколько, Давайте на ваш вспомним взгляд, в должно 90-х. быть? Я был ребенком, но я смотрю архив, вот архивы пересматриваю, мне приятно это смотреть. Десятками тысяч выходило людей. А разве это сейчас эта проблема не касается всех? Разве эта проблема не касается каждый дом? Или это касается только по отдельности кого-то? Нет, это касается всех. Понятно, что кто-то с этой проблемой сможет жить, он сможет оплачивать коммунальные услуги, ему будет достаточно финансовых средств, но некоторые мы должны подумать о своем близком соседе, о знакомых, которые не в состоянии будут это сделать. Вот почему у нас такая мы разница? выйдем. Почему раньше выходили десятки тысяч, а почему сейчас выходит, например, 150 человек? Что повлияло на мышление людей, на их менталитет, на их психологию? Что могло повлиять, что люди настолько, может быть, свыклись? Может быть, еще какие-то есть нюансы? Сейчас Почему все, что так? я скажу, это скажу сугубо только это мое мнение. Во-первых, многие уехали из страны, очень сократилось население, количество населения, и это тоже влияет огромную роль. Плюс ко всему, очень сильно разочаровывали из года в год наши политики, наши чиновники разочаровывали людей. Много раз вытаскивали на митинги, каждый раз использовали этим. Я, в принципе, говорю от души, это сугубо, еще раз говорю, мое мнение, что просто использовали, и люди каждый раз, когда выходили, видели, что это без толку, просто Перестали разочаровались верить. И и перестали перестали верить. выходить. Да, перестали И верить. верить, соответственно, и перестали выходить. Я не хочу сейчас сказать про конкретных политиков, я говорю в целом, потому что это из года в год так и было. Так и происходило. Постоянно выводили людей, обещали, в конечном итоге результата не было. Люди А к чему это разочаровались. может привести в дальнейшем? Вот такое вот пассивное отношение ко всем проблемам, к чему это может привести дальше? Вы знаете, вот наша пассивная не только в Гагаузии, а в целом в Молдове. Вы обратите внимание, что цена на топливо не стала 30 сразу. Она по чуть-чуть начала расти. Пассивность приведет именно к тому, что оно будет расти, и будет расти бесперебойно. То есть оно будет расти до той цены, до которой посчитают наши власти, что Но не только достаточно. газ. Не только Мы газ. не говорим только о да. газе, мы говорим о всех ресурсах, энергоресурсах. То есть здесь не идет речь только о газе, здесь не идет речь только о топливе или вода, свет, то есть здесь не или продукты питания. Но это все взаимосвязано. Конечно. Потому что сегодня даже на производстве, в котором работают люди, там надо обогревать это помещение, потому что люди должны работать. Для того, чтобы доставить продукты питания или это сырье довести до фабрики, до производства, это нужно привезти его на транспортном средстве. А в транспортное средство нужно залить топливо. Для того, чтобы готовый продукт привезти в магазин, точно так же нужно заправить транспортное средство и привезти его. А это все увеличивает цену. Потому что если вчера нужно было заправить на определенную сумму денег, здесь сейчас нужно умножить на 2. Тот же маршрут, но все умножается на 2. Когда смотришь, соответственно, увеличивается доставка данного продукта. Соответственно, это все ложится на потребителя. Увеличивается цена, и человек, который, опять же, добирается до того же магазина, если это находится в нескольких километров, он на транспортном средстве будет добираться. То ли это общественный транспорт, то ли это свой личный транспорт, но он должен добираться и заправить топливом. Вадим, потратиться. вы верите, что людей можно как-то заставить верить, пробудить в них в эту веру? Вы в это сами верите, что люди могут проснуться, могут захотеть выйти на эти митинги, могут что-то потребовать от власти? Я хочу вам другое сказать. Не то, что здесь нужно верить. У нас просто безвыходное положение. Мы должны выйти, мы должны оставить свои интересы, потому что зима на носу. Зима на носу, и на все растет цена. Вот сейчас недавно я читал, Гагауз, Молдова газ вышла с КНР для того, чтобы повысить цену, если не ошибаюсь, на 29 лей с копейками. Вы представьте себе, если мы 4 лея платили несколько лет назад, и нам приходило 3-3,5 тысячи лей. Сейчас получается, что у нас цена выросла в 7 раз. То есть 3,5 тысячи умножая на 7. И вот представьте себе, к чему мы выйдем в зимний период. С трудом оплачивали те люди, которые работали, молодые люди, которые работали, получали заработную плату 6-7 тысяч, они с трудом оплачивали все коммунальные услуги и могли прокормить, если они единственные работали в семье, они с трудом могли прокормить. Я уже не говорю о том, что нужно еще обуться, потому что особенно те дети, которые растут,
Им ежегодно нужно менять обувь, потому что в этом году размер был 36, на следующий год 37-38 размер нужен на обуви. И вот представьте себе, что люди, которые работали, им не хватало оплачивать по 4 легаца. Сегодня у нас, если будет 30, что делать? Лес сегодня не продается. То есть закупить заранее по доступной цене невозможно. Да его и нету, не продают. Я, насколько понял, что дали запрет на продажу леса для того, чтобы как бы приобретать и можно было запасаться дровами. То есть все очень на самом деле сложно становится. И я не знаю, как мы проведем эту зиму, но будет все очень, очень страшно, я считаю. Мы должны выйти, мы должны отстаивать, и мы должны пытаться до зимы добиться результатов для того, чтобы мы могли отстаивать свои права. Вадим, и в завершение еще раз ваше обращение к людям, и мы завершаем. Уважаемые жители, мой призыв таков: если мы не выйдем и не будем отстаивать не защищать свои права, никто за нас это не сделает. И никто не станет приходить и говорить, что я хочу, чтобы было моему соседу хорошо. Мы должны сами защищать. Мы сами должны отстаивать свои права и свои интересы. Мы должны прийти где-то на эту площадь, высказаться. Может быть, не можете высказываться, просто присутствием. Поэтому приглашаю в воскресенье 17 числа в 2 часа дня будет проходить митинг в городе Камрат на Центральной площади, в Чадырлунге на Центральной площади и в Вулканештах в Центральном парке. Поэтому всем, кому не безразлично, всем, кого задевает повышение всех цен на продукты питания и на все, выходите, поддержите, друг друга поддержите, потому что только вместе мы сможем добиться результата. Оставьте все обиды. Я не знаю, кто там будет проводить в Чадырлунге и в Вулканештах, но оставьте, если даже есть какие-то обиды или недовольства, оставьте это все в стороне, выходите и отстаивайте свои интересы, своей семьи интересы, и добиваться должны мы только вместе результата. По-другому у нас не получится. То есть, если мы будем едины, только тогда у нас все получится. Поодиночке у нас ничего не получится. Спасибо. Напоминаю, что в нашей студии сегодня был муниципальный советник Вадим Анастасов. Мы говорили о том, что в Гагаузии пройдут митинги во всех 3 районах. Я благодарю вас за участие в программе. Пусть люди всегда будут активными, а власть пусть услышит нужды людей и, конечно же, сможет, надеюсь, принять соответствующие меры, чтобы наша жизнь поменялась к лучшему. Спасибо. Спасибо большое. Moldova hükümetin oturuşunda bakıldı soru şangısı bağlı yüksek öğretim kurumların birleşmesinden. 27 var olan üniversitetin yerine 5 kalacak, anladı Svetlana Dimitroglu. Yüksek öğretme kurumlarının reformasına giren studentlere zanaat uğrunda öğrenmeyi ilerledecekler. Kontrakt bağları da hep öyle kalacaklar. Araştırmak üniversiteleri kendi strukturalarını 2023 yılın dekabrinin 31'inden koruyacaklar. Reformaya karşı kendi bakışını Gagauziya'nın başkanı Irina Vlach açıkladı. Вы говорите о том, что мы хотим оставить молодых людей. Söylersiniz, isterseniz gençlerimiz burada kalsınlar öğrenme ama Rus dilinde öğretilen okullarda uşaklara dini devlet dili lazımlı uğrunda öğretilmer hem kolaylıklar verilmeyerler. Gagauziya'nın liselerine devlet hem ana dilinin Gagauz dilinin öğretilmesine 6 milyon lei kararlandı verme ama hükümet bunu tutturmadı. Belli ki uşaklar hangileri Rus dilinde okulu başarırlar aşırıya gidecekler. Devlet onların öğrenmesini devlet dilinde tutturmuyor. Ben de bu projekte karşı giderim. К сожалению, парламент не поддержал эту идею. Üniversitelerin birleşmek prosesine üretim ministerliği kaliteli üretmekle argumentler. Üniversitelerde öğretmeye 34 milyon lei veririz. Bizim üretme kurumlarımız lazım korrupsiyasız hem kaliteli üreten düşer olsunlar. Ben sayarım aynı reforma lazım olsun. Başkanın laflarına göre komentari üretmek ministerliğin başı Anatoliy Topal yaptı. Üniversitelerin reforması cümle konuşmasından çekilir. Üniversitelerin reforması oruşunu günün listesinden çıkarmasa diye bir kişi Gagauziya'nın başkanı Irina Vlach sesini verdi. Svetlana Dimitroglu, Maria Kazaku, GRT Haberler. Berber, terzi, mekanik, aşçı, buğalter. Bu zanaatlara vardı nice Gagauziya'nın gençlerin merkezinde öğrenme ama bu yılda Bakanı Komiteti geldi karara cümle kurumunu kapama.
2022 yılda Gagauzyanın Gençlik Üretim Merkezi akreditasiya geçmedi. Orada yok bir de akreditatsiyalı programı. Üretim Kurumu yakışmır gelen üretim ile öğrenicileri kabul etsin. Nişanladı Gagauzyanın Üretim Bakanlığı'nın juristi. 2021-2022 üretim yılında yakışta sadece 2 zanata gençleri üretsinler. Aşçı hem traktörcü. Gelen üretim ile böyle kolaylık olmayacak. Учебный центр не имеет права вообще выдавать сертификаты для обученных детей. Üretim merkezinde yok hak vermeye sertifikatları. Onuştan da kabul edildi karar bu merkezi kapama. Şimdiki zaman insanlar kaldı işsiz ama onlar kontrakta göre çalışardılar. Onlarla kontrakt kapandı iş kodeksine göre. Orada kaldı TO uzmanlar angları kapayıcılar üretim kurumunu. Людьми были в соответствии с трудовым кодексом прекращены трудовые отношения. У всех срочные договора. На сегодняшний день там осуществляют только деятельность лица, которые завершат процедуру ликвидации. Yok etme prosedurasını geçirecek bir vakıda koyulmuş direktör. Önce daima yöndericiler bu kurumda değişlerdiler. Ama bu kadar yıl üretim kurumu çalıştığı 2 dokumenta göre kabul edildi anlaşma izini hem yerideki kuvvetler kabul ettiler kararı kuruma cümle statusunu verme. Her yıl avtonomiyanın bütçetinden verilerde paralar ki üretim kurumu yeterli çalışsın diyelim. К сожалению, администрация учебного заведения Yazık ama kurumun öndericileri meraklılığını göstermedi hem çalışmadı ki kurum öte doğru da çalışsın kanuna göre. привести в соответствие с нормами возможность функционирования этого учреждения. Bitki 10 yılın süresinde üretim merkezi 8 zanata göre uzmanları hazırladılar. 2021-2022 yıllarda 320 genç olan sertifikat ani başardı bu üretim kurumunu kabul ettiler. Мы можем отметить и другое, что по этим специальностям есть İsteriz nişanlama ani bu zanatlara var nice öğrenme bizim kolejlarda Çadır'da, Agrar Kolej'da Svetlı'da hem Valkaniş'te. Это и в Чадырлунге в училище, это и в Вулканештах, и в аграрном колледже Светлый. Komrad'ın Zanat Teknik Koleji'nde yok o zanatlar angları vardı bu merkezde. Şimdi her bir isteyen lazım olacak gitsin Çadır'a, Svetli'ye hem Valkaniş'e. Kirezayın 21'inde 2022 yılda Bakanlık Komiteti kabul etti karar kapama bu merkezi. Ama üretim merkezinin yöndericiliğine değini bu haber ansızdan geldi. Şimdiki yönderici Piotr Novak koyuldu ki yardım etmeye kapama merkezi. O okulun ilk direktörü çalışır orada 1983 yıldan. Молодые люди, которые желают. Teo gençler angları başka üretim kurumlara gidemerdiler, gelerdiler bize zanat kabul etme. Kursları geçip hem okulu bitirip vardı nice işe girsinler. Kendileri kazanardılar. Ta serbest ailelerinden olardılar. Ben şaşarak kaldım haberden. Beklemedim hani böyle olacak. Cümle aktivisti Mikhail Vlah bir vakitler gençlik üretim merkezini başarmış. Şoför orada öğrenmiş hem şoför kimliğini kabul etmiş. Я хотел бы обратиться к властям нашей автономии, в первую очередь исполнительному комитету, потому что они являются учредителями этого. İlkin isterim danışma kuvvetlere Bakanlık Komiteti'ne 8 bin başaran bunca yılda sayıya koyuldu. Aşçılar, traktörcüler hem çocuklar şoför kimliklerini kabul ettiler. Merkez ürediği uşakları onlar sonra Gagauzya'da kalırlar çalışma. Yazık hani böyle çıkış. Ребята, которые получили права и парикмахеры, ну то есть это заведение, которое делает, чтобы наши ребята учились и оставались здесь, в Гагаузии. Mikhail Vlah sayarani Gagauzya'ya faydalı olacak böyle türlü üretim merkezlerini koruma. Ben isteyen yöndericilere söylemeye bizim halk topluşada, bakanlık komitede de varsa nasıl likvidirat etmeme bu bini. Lazım onu koruma da durgutma neştisi. Gagauzya Halk Topluşu Başı'nın yardımcısı Alexander Tarnavski kendi bakışını bu soruş için açıkladı. Kanon kurucu çizgilede nice yerideki üretim kanununu zap ettiler. Sadece Bakanlık Komiteti'nde kaldı hak kararlama bu soruşları. Ama Alexander Tarnavski sayar iyilikten lazımdı cümle seslemeklerini geçirmeye bu soruşa. Учреждение, которое с историей. Оно работало очень много лет в нашем gороде, и, возможно, это было как бы вот... Bu merkezin derin historiası var. Bunca yıl o çalıştı kasabamızda. Yok hepsinde o kadar kolaylık yüksek üretim kurumlarında öğrenme. Burada uşaklar iyi zanatları kabul ederdiler. O zanatlar angları her zaman lazım. Tene yetişmeyer Bakanlık Komiteti'ne lazım sorsunlar. Cümle seslemeklerini geçirsinler. Teklif etsinler vatandaşları. Onların bakışını öğrensinler. Barabar insanlarla karar kabul edilsin. Merkez onlara dini ne zamansa açılmış. Bakanlık Komiteti kendi oturuşunda kendi başına kararı kabul ettiler. Kapanır bir üretim merkezi. Demeyelim hani o yanlış karar ama lazımdı insana sorsunlar.
Александр Тарнавский сайера недиль лязым капама юретим курумнарына. В последнее время в Чешмекёе объединили 2 учебных заведения. Сейчас в Баурчи. В Камрате закрывают учебно-производственный комплекс. Çeşme köyünde 2 okulu bir yere topladılar. Şimdi Bağırçı'da, Komrat'ta bu merkezi kapayırlar. Tutarım aklımda açan böyle reformaları devlet geçirerdi. Nice biz kötü o zaman onlar için düşünerdik. Ama şimdi niye hesap alırım? Hani Gagauzya'da da böyle durum. Bu sıra Kişinyov karışmır. Bizim kuvvetler bu işi kararladılar. Ben nasihat ederim Bakanlık Komitetine, başkalarına kim bu soruşu çözer, açık hem yalansız kararlarını kabul etsinler. Orada kiminse yeceli, insanları işsiz bırakırız. Обсуждалось, да? Там же чьи-то судьбы, это же там люди работали, там дети учились. Gençlik Üretim Merkezi Komrat'ta bulunur ama onun filialları Dizginci'de, Kongaz'da, Baburçu'da, Kıpçak'ta, Çeşme Köyü'nde hem Çadır'da var. Bakanlık Komitetin kararına göre üretim merkezi lazım ceviz ayının birinden kapansın. Şimdiki zaman 5 kişilik komisya bu davayı çözmeye savaşır. Marina Tapal, Vladislav Tabaçuk, Alexey Gerçuk, GRT Haberler. Programının ikinci payında seyrediniz başka meraklı temaları. Bu yıl yekin berekede kurer 23-25 centner. Gagauzya'da bütünden gider meyvelerin toplaması. Devlet yol administrasiyasının işini anadolulamak yolu hazır 85%. Kuvvetler 60%'lik kompensasiya verecekler Prima Kasa programının paylanlarına anladır bizim korespondentimiz Marina Tapal. Prima Kasa programmasının pay alanları hep öyle devletten yardım kabul edecekler. Ekonomika Ministrosu Sergey Gaybu haberledani var çıkış durumdan. Sap edilecek 4% kredi procentini kaldırma. Devlet yardım edecek ziyade procenti ödeme. Se va compensa încă jumătate, adică încă 2 puncte procentuale. Procentin eğitilmesinin programının bütünden pay alanların sayısı yaklaşık arttırsın 25 milyon lei. Finans Ministerliği bu niyetlere 35 milyon lei verir. O paralar yardım insana verilecek. Şimdiki zaman Prima Kasa programmasında sayıya koyuldu 7600 yaşayan. Aceste modificări vor duce la o scădere a acestei creșteri. Örnek 25 yıla 500 bin lei kredi alındı. Her ay 3700 lei lazım ödensin. Zedelenmeklerden sonra bir ay için insan 5530 lei ödeyecek ya da 1830 lei. Ama devletin yardımından pay alan ödeyecek sadece 670 lei ziyade. 1100 lei hükümet yardım edecek ödeme. Această măsură de compensație, fiindcă limita... Yarım yıl nice yardım insana verilecek belli edildi. Ondan sonra yeniden saymaklar yapılacaklar Prima Kasa programmasına göre. Duruma göre yardım verilecek. Lazım olarsa başka yardım kaynaklarını belli edeceğiz. Pentru următoarele 6 luni. După care vedem care este situația, cum se schimbă calculele în ceea ce privește ratele dobânzilor și dacă va fi nevoie vom interveni suplimentar. Prima Kasa programmasına göre ev aldı Tatyana Ivanova. Onun ailesi değildi hazır hani bu kadar çok prosenti kaldıracaklar. Tatyana nişanladı hani Gagauzya'nın yaşayanlarında var ziyade yardım ilk ev programmasına göre. O verir kolaylık iyisiltme harçları kreditin ödemesinde. Biz bilerdik hani prosent var nice büyüsün ama değil böyle hızlı hem bu kadar sayıda. Gücenikiz hükümet lazım olacak bulsun çıkış durumdan yardım etsin genç ailelere. Olmasın öyle hani onlar bırakıp ailesine aşırıya gidecekler. Gagauzya Halk Topluşu başının yardımcısı Alexander Tarnavski GRT kanalında Koridoru Vlasti programmasında teklif etti yeni mekanizm. Hangisi yardım edecek genç ailelere krediti ödeme. Lazım değiştirme avtonomiyanın bütçetini, ilk ev programmasının bütçetini kaldırma lazım. Pay alanlar kabul etsinler bütün parayı. Onlar onunla kreditin bir payını ödeyecekler. Şimdi ise genç aile 3 yıl sıra vardır kabul eder parayı. Birden kabul ettiğinden insan kreditin bir payını ödeyecek. O zaman önemli olmayacak ne kadar prosent. Biz vermerseydik bütün parayı sayılar hani bir şeyle insana yardım etmeriz. Biraz daha kolay çok uşaklı ailelere krediti ödeme. Onlar öderler sadece prosentleri. Krediti öder hükümet. Çeşme köyün yaşayanı Dmitri Yanul birkaç yıl geri Prima Kasa programmasına göre kendi köyünde ev satın aldı. Yanul ailesi 3 uşak terbiye eder. Dmitri söyledi onlar yetiştirdiler 2019 yıldan programaya katılma. Onuştan da onların prosenti biraz daha az.
Şimdi biz daha duymadık onu. Niçin ki şimdi biz ödemeyiz. Niçin ki biz kabul ederiz. Kabul ettik parayı İl Kiev programmasından da o İl Kiev'in programı parası o kaplayarak o ödemekler hani biz lazım değilim. Onun için şimdi biz daha ödemeyiz de duymayız onu. Açan bitecek bu para İl Kiev programmasına o zaman biz basıcı ödeme o zaman duyucu. Sanayım hani olacak duygu için ki 2 kat procent stavkası kalktı. Sanayım hani olacak duygulu. Roman Xomenko ailesinden Komrat'ta yef aldılar. Roman eşinden 4 uşak büyüdüler. Programmaya göre sadece kreditin procentlerini öderler. До повышения ставки мне нужно было каждый месяц доплачивать к тем Her ay 370 lei öderdik ama nice procenti kaldırdılar. Sıra gelir ödeme 1400 lei. Şimdi pek duyulmuyor ama kış geldiğinde ne yapacağız? Aile bütçetinden vermeye bu kadar para duyulacak. Терпимо до края, то есть, но zimой не знаю, что будем делать. Devletin aileleri umutlanırlar hani procent başka kalkmayacak. 2022 yılda Primakase programmasına 7870 kişi katıldı. Bütünden 4 milyar 29 milyon lei kredi verildi. Marina Tapal, Sergey Georgiev, Artyom Tapal, GRT Haberler. Univers sport kompleksi angısı ileriki yıllar avantgard adını taşıyardı. Düzerler mahsus onun için ki orada askercilerin kazarmasını yerleştirme. Bu takım düşünmekler GRT kanalında canlı yayında miting giderken Komrat munisipiyanın bir yaşayanı açıkladı. Komentaryalar için bizim çekim grupamız Komrat Devlet Üniversitesi'nin rektoruna Sergey Zakhariya'ya danıştı için ki bu sport kurumu onun balansında bulunur. Anladır Людмила Novak. Komrat Devlet Üniversitesi'nin rektörü Sergey Zakhariyya söyledi. Ani laflar ki sport zalasını askercilerin kazarması için hazırlayırlar dilaslı. O rahatlattırdı insanı. Nişanlayıp ani bugünkü gün bu takım niyetlen bir de düzmek işleri geçirilmer. Ama paylaştı. Sport kurumuna remont işleri lazım hep o kadar yapılsın ki studentler hem başka öğrenciler kendilerini iyi orada duysunlar. Da sport urokların kalitesi daha yüksek uğra kalksın. Bu işler değil doğru. Biz bugün açık sana, açık size cümle televizyon kompanyasına anlatma bunları açıktan. Biz isteriz yapma öyle hani bu zal çalışsın insanlara, gençlere. Burada gençler kendi seksilerini geçirsinler, burada yarışmaları olsun. Onun için ben sanırım hani ileri doğru da isteriz burada yapma güzel tertipler. Hani benzesin duvarlar, tavanlar, pollar öyle işler edin. Hani gençler burada göstersinler kendi yüksek orada kendi ödüllerini. Sport kurumu rektörün laflarına göre üniversitetin balansına ta 2000. yılda geçti. Bu vakitte türlü düzmek işleri geçirildi. 3 yıl geri olabildi pençereleri hem bütüne yurtuyu değiştirme. Ama hepsi problemalar kararlanmadılar. Ki sport kompleksini bütüne iyi hala getirmeye yakın 3 milyon lei lazım. Finans sızıntılarını üniversitete arır türlü projektlerde pay alarak. Biz danıştık bir Almanya fonduna. Hangisi çok yardım edebiliyor oralarda. O fondun vabat projesi 3 milyon liraya yakın. Nerede biz de yapma güzel bir kaliteli derinden bir remont burada. Duvarları getirme bir uğra, tavanı, pollar her birini. Hani bu zal yaptık yani bir kez o kalsın yıllara, çok yıllara. Onun için de şimdi onlara danışırız, hazırlayız smetayı. Siz göstermeye onlara da bu konkursu yenseme. Univers sport kompleksinin büyüklüğü yakın 1.500 kvadrat metre kurar. Sadece sport zalasının büyüklüğü 700 kvadrat metre. Bütünden teritoriya nereye girer kurumun yapısı dışarıda futbol meydanı hem kaçmak yolcazları 1 hektardan ziyade kurar. Людмила Novak, Sergey Georgiev, Maria Kazaku, GRT Haberler. Finans problemaları hem kompanyanın ilerlemesi bu soruşlar GRT cümle kompanyanın gözledici saati baktı sıradaki oturuşunda tadirinden süjetimizden.
ГРТ Cümle Kompanyası'nın gözledici Nasat'ın başı Mikhail Vlach anlattı. 2019-2022 yılların çıkışları için o haberledi Gagauz Halk Topluluğu'nun sesiyasında. Kompanyanın strateji için laf gitti gözledici Nasat'ın oturuşunda. Halk Topluluğu'da bitki sesiyada söyledik açıyordu. Bizim kompanyanın GRT'nin biz söyledik hani biz görüyoruz yeni stratejik. Biz görüyoruz hani kampanya gitsin ileri çünkü bu durumda o yokunca çok dursun. Onun için biz bugün kolegalarla düşündük hani ekspertlere danışacağız, bakacağız başka yerlerde, devletlerde nice böyle kampanyalar yürüyorlar bugünkü gün. ГРТ Cümle Kompanyası'na yetişmeyecek finanslar ki insanlara kazanç paralarını yılın bitkisinden bütünden vermeye. Gözetici Nasat'ın azaları hesaba aldılar kompanyanın finans durumunu da hangisi yöla da dil pek iyi. Bunlar zor durumda değil bugün, değil dün ama birkaç yıl sıradan hep bizim yöneticiler biz manası onların ama ona bize vermiyorlar para. Onun için biz gene yalvardık buhalteriye yalvardık sizin müdürler versinler bize de kimya danışma gene versinler para. Çünkü size lazım vermeye zarplata. Siz işlediniz dersin sayın bekçisine kabul etmeyen işin sırası için parayı. Hep öyle gözetici Nasat'ı getirecek seçimleri ayırma dini kompanyanın direktorunu. Bu görev serbest 2020 yılın ceviz ayından. Irina Karaman, Sergey Georgiev, Artem Topal, GRT Haberler. Bu yıl Gagauzida 2-34 bin hektardan ziyade orta bereket kurer 23-25 centner. Nice giderler işler kırda öğrendi bizim korespondentimiz. Bu yılın kuraklığı belli etti kendisine bereketten nice yıl grupada oyladı ikincide. Erlim araştırıp geçen yılın bereket bir iki kerede iyisik ama daha iyi 2020 yıla bakarak. Ceseledi Kumrat kasabasının çiftçi çorbacılığın başı Semyon Navak bakmadan zorluklara hem kuraklık yıla insan ekmeksiz kalmayacak. Kvotçiklerden de ödeşecekler ama şimdi koyarlar hepsi Covid-19 toplama bereketi ambarlara. Orta bereket bende kurer 25-27 centner. Bu yeni imeralarım. Şundan sonra başarılı toplama yekini daha bir çorbacılıkta Kiryat Lunga köyünde. Nerede orta bereket kurer 3 ton hektardan. Yeni teknika hem kombaynalar verirler. Kolaylık kayıpsız hem vakıçasına biçmeye buğdayı hem sürmeye toprağı. Bakmadan problemalara kurumun başı Ivan Yularjı nişanadan kırlar sürünecek hem yekilecek. İnsanlara da verilecek buğday hem sevinç kapapşoy varınca olmasın. Arpa aldık 2,7, пшеница 3 tonnadan где-то. Если 3 ton kalacak, значит нормально. Petrol malların beslemek materyalların pahalanması hem bereketin küçük pahası belli edecek kendisini çiftçilik bölümünde. Dınca söylerler agraryalar, regional hem devlet kuvvetleri lazım hesaba alsınlar, onları da savaşsınlar çözmeye bu problemaları. Rumuniyada, Rusya'da pahalar kuruldu. 6 ile işinden sonra yekine. Bizde paha durar 4 ile 70 ban hem 4 ile 80 ban. Daha geçen yıldan bereket durar satılmadık. Petrol malları ben söyledim. Ben ta fakat duymadım ki ben petrol mallarını aldım açan Beşiktaş seksiyonu. Şimdi petrol malları уже öte doğru. Yeni урожай уже тапик сказываться olacak. 4,5 TL alma пока bek kurtarmıyor sana vermeye bekleyin öte doğru. Gagauzyan Başkanı Irina Vlach nişanıda hani kötü durum bağlı değil. Onun hani bizim çiftçiler bilmeyerlenince işlemeye ya da dildiler hazır ekmek kompanyasına ama kuraklık petrol malların pahasının yükselmesi oldu sebep. O hep ile uyguladı hani danışacak yeni çiftçilik ministrusuna Boля Vladimira ki gelsin regiona da konuşsun agraryalarla ki belli etmeyen onlara yardım etmeye. Я считаю, что тот факт, что цены на дизельное топливо достаточно высокие, что цены на... Ben sayarım hani o fakt hani pahalar petrol mallarına, yüksek beslemek materyallarına, kalktı kreditlerin stavkası. May hepsi agraryalar yaşarlar kreditlarla. Bu pek seriyoz problemalar anglarına hükümet lazım hesaba alsın. Ben çarşambaya laf edeceğim çiftçilik ministrusundan ki o değilsedi haberli problemalarla anglarına karşı gelirler agraryalar ko gelsin de geçirsin konuşmayı onlarla da anlasın ne halda bugün bulunur çiftçilik.
первый диалог с аграриями Гагаузии. Erlen bodayların il grupası alıp güzün hem ilk yazın nemliğini çıktılar da verdiler. Kodil büyük ama bereket ikinci grupa gösterir küçük sayıları. Semiçka 1-1,5 ton hektardan papşoy varınca hiç olmasın kuraklığın beterine. Yine de kanser Sergey Georgiev, Artyom Topalgar, haberler. Гагаузияда бүтүндөн gider meyvelerin toplaması, meyve başçalarında toplarlar yerikleri. Bu yıl bereket bakarak geçen yıla daha isik. Çoğu çiftçi kurumlarında yerik may yok. Bizim korespondentimiz Zinayda Kanser öğrendi nece gider meyvelerin toplaması. Bu yıl yerik bereketi Komrad olayında sevindirmer agrariyaları. Çünkü ülke yazın hava soğuktu. Ivan Mardarin çorbacılığında 20 hektar yerik. Fidanlarda kaldı sadece 10-15% bereket. Yerik pek az. İlk yazın açtı fidanlar güzel çiçek ama düştüler, olmadı, dondular, kaldı az. Erik var, biraz onu da bilmeyesince satacağız, kaça satacağız, hepsi ucuzladı. Serpme oldu pahalı onları, topluva pahalandı. İnsana lazım daha çok ödeme, izlerim insanda istemir parasız işleme, onlar da sterle tazede uca kazanma. Can bakırız kalmır bir şey, lazım o bize, o zaten lazım. Bak problemi yaparız kendimize, hem de perejivane. Tayilerden kurumda köklediler bir meyve başçasını çünkü kuraklık belli etti kendisini. Fidanlarda hem pek ucu satıldı bıldır ki bereket uyguladı Ivan Mardar. Bıldır bu stinleyen biz korçuvat ettik 20 hektar, biz onu ne zerim bıldır kaldı, yarısından ziyade kaldı kırda fidanlarda. Biz onu toplamadık zerim, düşürler seni sayestiler Almanya fit parasız, öyle de kaldı parasız. Bak zatratıla kalırdı. Dabradık onu kırda da kışın korçuvat ettik onlar. Uzmanların laflarına göre dili hava koşulları getirdiler ona neçe kurumlar kaldılar bereketsiz. Nice söyledi Çiftçilik Bakanı'nın başı Andrei Dimitroglu aktual kalır eksportlun problemi erlem tayileri satardılar. Bağımsız devletlerin birliğine giren devletlere şimdi durum değişildi. Oldu böyle bir büyük problema. Zapad pek az alır bizden produksiyada. Şimdi daha çok burada yerinde satılır. Центр, Север Молдавия aldı. Keres bu yıl biraz gitti Zapad'a ama bu taraftan da bu Sever Moldavya'nın tarafından çıkarılır Ukrayna, Lvovski oblast, Çernovtsi, onlar alırlar biraz produksiya da yavaş yavaş gidiyor. Bizde değil pek büyük nesnelerde, объемlar da var ama ne gitmeyecek ne çıkaramayacaklar buradan. Onlar gidecek konserni zavoda, Argeyev'la var bizde dogovorlar. Nece nişanıda Andrei Dimitroglu eksport probleması pek belli edecek kendisini devletin Poyraz tarafından yerede çok alma başçaları. Gagauziyada daha çok çekirdekli meyveler da bereketli daha çok satırlar yerli panayra. Ne de kalır geçirilir Ukrayna'nın Poyraz tarafından ama değil o kadar çok ne kadar başka yıllar. Nişanıcı Sanya regionda dikili 1200 hektar meyve başçası onlardan 500 yerik. Zinayda Kanser, Vlad Tabachuk, Alexey Gerchuk, haberler. Gagauziyada şeftali meyvelerin toplaması başladı. Bizim çekim grupamız bulundu. Kongaz köyün çiftçi çorbacılığın birisinde de öğrendi. Ne problemlerin karşı gelirler çiftçiler. Başçıvancılarda çekettiği kızgın vakit onlar toplarlar şeftalilerin yerkenki çeşitlerini. Kongaz köyün çiftçi kurumunda 3 brigada çalışır. Her bir insan bir günde toplar 400-500 kilo meyve. Bereket biraz daha az bakarak bıldırkıyla. Ama kayıplar olmayacak nişanadı kurumun başı Grigoriy Sabiya. Bu yıl şeftali bereketinde problemi o herlin. Bitki vakitler çekettiğine varınca deme yani 10. yıldan bu yana oldu 10-12 yıl problemi pek büyük verir. Şeftali bereketin zıbıttı. Bu cenkani Ukrayna'da biz yok önce yollayalım Rusya bizde hem основной, скажем так, потребитель. Там даже один город может съесть всю бетонностей Молдованной продукции. Кишиневский рынок, местный аграрный, наверное, экспорт де-факто yok, вообще yok, потому что потребности yok. Kaça ilk partiyalı diyeyim 5 gün verdik 7'şerle. Pa bereketi bu yıl çeketi 3,5 leyden. Onları satırlar böyle pahada yerli kurumlara. Panırda satma dini alırlar daha yüksek. Себестоимости 5 ley, 4,5 ley hesaba gelir. No,
Сейчас şimdi istediğiniz bu Аргеевский завода 3,5 верме. Ну, конечно, цена смешная, но если хотя бы частично есть куда сбыть, kalması polada da çürüsün olacak daha da просто. Bakmadan hani bu meyve başçıları getirmerler büyük gelirleri kurumun başı istemer köklemeye başlayı ki insanlar da olsun iş yerleri. Sana iş verme. Hemen erkeğe var söylerim hani. Biz bundan kazancı görmeyiz. Но başına baş çıkmayın, хотя бы insan iş verme, рабочие места, потому что сегодня это очень граница капала. İnsan gidemiyor kazanca уже. Да, yerinde. Это тоже проблема очень большая. İnsan bizce yaptık по плану, kazanamıyor o parayı. Приходится доплачивать. Çoğu insanlar çoktan çalışırlar kurumda da söylerler hani gençler pek gelmerler işlemeye kırda. İş koşulları iyi kazanç parası da değil pek küçük. Ama hep o kadar onlar urgularlar hani kırda iş zor. Gün göbeğinde toplama meyveleri. Bize değil zor kırda işleme. Necden biz родителlerle işleyiz с детства kırda. Bize это привычно. Var bir iki genç. No öyle hani önce isteysen önce bizim uşaklar конечно istemeye işitmedi kır. Тинде поштинде был, ну курак, yok, не та влага, то что должна быть. Çoktan işlerim, deneyim brigadı, işler, para kazanırız. Urajay, yağmura göre var, yağmur urajay da var. Yok yağmur, urajay da yok. Hepini veriyorlar, spasiba Allah'a. Dua ederiz Boşça. Yağmur olarsa orta kötü orada işler. Kuraklığa göre işler, bereket bu baldırkısına bakınca bu yarısı var. İşler gene nasıl yapacaksın? Öyle ne var? Kondisyoner yok zor, pek zor. Nasıl yapacaksın? Savaşıyoruz. Zor, kolay lem toplama. Zere. Ne vermiş Allah onu lem toplama zere. Bir iki haftadan sonra kurumda başlayacaklar toplama Red Haven şeftalileri. Onların orta bereketi kuracak 7 ton hektardan. Kurum başladı vermeye 10'ar kilo meyve insanların kvotasına. Urgulayıcı saniye bakmayarak hani kurumda var su damlamak sisteması bu yıl sulamadılar başı çünkü pek pahalı çıkır. 10.000 hektara bir kere sulama. Makar su da vardı. Dinada Kanser, Sergey Georgiev, Alexey Gerchuk, GRT Haberler. Devlet yol administrasiyası nişanlar ani dolaylamak yolu hazır 85%, yolun uzunluğu 18 kilometre. Tadirinden Irina Karaman. Dolaylamak yolu Harman ayında hazır olacak. Haberledi projektin menajeri Tatar Bülent. Murat Bypass projesi 2019 yılında başladı. Şu anda 3 yıldır çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün itibariyle ilerleme yüzdesi, progress yani %86. %14'lük bir geriye kalan işimiz kaldı. Komrat Bypass projesi yaklaşık 18.420 metre uzunluğunda ana yolu var. Şu anda 18.4 kilometrenin tamamı asfaltlandı. Az bir asfalt işimiz kaldı. Yaklaşık bir 12-13 bin tonluk bir asfalt işimiz kaldı. Diğer çevre düzenlemesi, yol güvenliği, bariyer, işaretleme, elektrik işleri devam ediyor. Tatar Bülent haberledi ne soy problemalar vardı hem yetiştirecekler mi vakitçasına yapma işleri. Projede çok büyük değişiklikler olmadı. Genelde projeye göre yaptık. Ancak işi yaparken 2019 sonu 2020 yılında bütün dünyanın yaşadığı Covid nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Son dönemde de Ukrayna ve Rusya savaşından sonra da malzeme temini ile ilgili, özellikle bütün temini ile ilgili Belarus'tan bizim bütünümüz geliyordu. Projektin pası yakın 29 milyon euro finansları kredit gibi Avrupa İnvestitsiya Bankı verdi. Irina Karaman, Vlad Tabachuk, Alexey Gerchuk, GRT Haberler. Siz seyrettiniz Hafta Haberleri programmasını kalın. Sağlıcakla hem sadece iyi haberler size.